Здесь как будто ударило, а потом... А потом Ансат и еще 7 детей, которые в этот момент были в бассейне, начали кашлять. Дальше головокружение, жалобы на тошноту. Эту ночь они провели в больнице. Все рассказывают одну и ту же историю. Внизу воды были решетки, оттуда пошел едкий запах. И это оказалась хлорка. Я его вздохнул ртом и почувствовал этот вкус, запах. Двое детей начали чихать, а потом мы все начали чихать. И мы все быстро вышли из бассейна. Всем от 7 до 12 лет. 4 из них поступили в состоянии средней тяжести. Диагноз – ингаляционное отравление. Состояние через час после поступления у всех детей стабилизировалось. Ночь провели спокойно, все дети спали. В настоящее время состояние детей вполне удовлетворительное. В этой чаше во время свободного посещения дети почувствовали себя плохо. Это тот самый бассейн и с той же самой водой. По словам директора спортивной школы, фильтрацией, контролем и пополнением количества хлора в воде занимается автоматика. Концентрацию хлора здесь проверяют каждые 4 часа, и в момент отравления все было в норме, говорит руководство. После этого случая я тоже пришел сам и проверили, тоже в норме, никаких отклонений не было. То есть навряд ли дело в хлоре, да? Так сказать не могу. Воду на бутылке забрали сразу из бассейна, из малой и большой чаши. Большие чаши в это время тоже купались, свободное посещение, там все нормально было. По словам местных работников, единственное, что они делают при работе с хлором, это раз в неделю меняют канистру-источник. При этом последний раз это было в понедельник. Сейчас в бассейн до выяснения причин отравления детей никого не впускают. Доступ к автоматизированной системе, которая контролирует состояние воды, закрыт. Там работают правоохранительные органы. Заведено уголовное дело сразу по 2 статьям. Прокуратура инициировала проверку. Были направлены по требованию прокуратуры специалисты Роспотребнадзора и Следственного комитета. Данная проверка взята под контроль прокуратуры Балтасинского района. По ее итогам, возможно, появится и ответ на вопрос, кто виноват в отравлении. 7 детей сегодня выписали из больницы. 1 ребенок остается под наблюдением врачей. Салават Ухмадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Балтасинский район.